Нурбана Имин, первая женщина-уйгурка, главный дирижер Национального оркестра художественного театра уйгурской автономии. Я 6 лет училась в Узбекистане, в Узбекской национальной консерватории в Ташкенте, на факультете композиции и дирижирования, бакалавриат и в магистратуре по специальности оперно-симфоническое дирижирование. Вернувшись в Урумчи, я обнаружила, что дирижеры наших оркестров, постоянные дирижеры, включая главных, мужчины. Я считаю, чтобы сделать одно дело хорошо, оно не делится на мужское и женское. Я думаю, в одном деле женщина более тонка. Например, когда появляется произведение, ту самую тонкую сторону своей души она может выразить лучше и красивее. Поэтому я считаю, что женщина-дирижер — это современная Мулан на поле боя. После того, как композитор дает нам партитуру, я часто сначала общаюсь с композитором, узнаю, чего он хотел выразить. Также я общаюсь с музыкантами-исполнителями о том, как это произведение обработать лучше, сделать более трогательным. Я стараюсь дарить людям оркестр с позитивной энергией. Если на сцене музыка звучит всего 5 минут, а за сценой мы можем репетировать 5 месяцев, даже год. Тогда, когда мы наконец выходим на сцену, люди чувствуют, это произведение действительно исполнено профессионально и звучит трогательно. Это долгий процесс закалки человека, воспитания терпения. Поэтому бесчисленные репетиции. Только так в итоге рождается целостный концерт. Я никогда не забуду свой первый выход на сцену, потому что тогда на сцене было более 70 музыкантов, а в зале так много зрителей. Когда начался обратный отсчет, и в момент выхода на сцену я вдруг сильно разволновалась. Я подумала, а вдруг я ошибусь в дирижировании? Меня затрясло. Я схватила педагога и сказала, я не выйду на сцену. Мне слишком страшно. Тогда педагог сказал, у дирижера есть только успех, нет поражения. Каждый концерт ты можешь только успешно двигаться вперед, назад шагу нет. Я тогда подумала, я обязательно должна собраться с духом. Но тот концерт тоже прошел очень успешно. До сих пор перед выходом на сцену я вспоминаю слова моего узбекского наставника. Накануне окончания учебы в Ташкенте в 2009 году, когда Национальный оркестр художественного театра уйгурской автономии прислал мне приглашение, я без колебаний решила вернуться домой. Потому что моя музыкальная одаренность и вдохновение – все из моего родного края. Когда я только пришла в этот оркестр художественного театра, наш коллектив был только что создан, совсем новый. Партитур, новых произведений очень не хватало. Надо было срочно создавать собственный репертуар. Тогда я связалась со многими композиторами, общалась с ними, говорила, наш оркестр новый, не могли бы вы написать для нас произведение? Или зарубежную классику можно ли переложить для нашего оркестра? За эти больше чем 10 лет постепенно в репертуаре оркестра произведений стало больше, и постепенно уровень музыкантов тоже повысился. Сейчас это большой, влиятельный по всей стране оркестр. Наша пьеса «Хорошие дни» всем уже довольно знакома. Версия Национального оркестра уйгурской автономии тоже совершенно особенная. На гиджаке, на эрху, на пипе и еще на суоне, на этих инструментах играют «Хорошие дни». Мы даже не ожидали, что эффект будет настолько хорошим. Самый наслаждаемый для меня момент – это 1,5 часа на сцене. В этот момент я ни о чем не думаю, я думаю только о своей любимой музыке, никакого лишнего шума, ничего постороннего.
Я целиком и полностью репетировала 3 месяца, я репетировала полгода. И все ради этих минут. В тот момент я чувствую, что я просто наслаждаюсь. Это самое прекрасное время. Наш национальный оркестр уйгурской автономии часто выезжает на гастроли в китайские провинции. Часто выступаем и за границей. Везде нас встречают очень тепло. Зрители в зале очень горячо нас принимают, очень уважают нас. В глазах зрителей я вижу эту надежду, эту любовь. Становится особенно радостно. Жительница Шанхая долго не могла успокоиться после концерта. Я только что вернулась из путешествия в Кашгар, и сказание о шелковом пути словно вернуло меня в древний город Кашгар. Я надеюсь, что в будущем наш оркестр создаст еще больше произведений, еще более хороших, и подарит их зрителям, а с артистами уйгурской автономии вместе войдем в золотой зал Венской филармонии, дадим концерт, чтобы еще больше людей в мире почувствовали очарование уйгурской музыки, а мы готовы всему миру показать культуру народов уйгурской автономии.